Всем привет, друзья! Вы смотрите канал студии Ветви, и с вами Кэп. Наверное, вы все уже успели увидеть фотографию Анастасии Груздевой, которая без преувеличения облетела весь мир. Так получилось, что именно нам выпала честь снять сюжет о ресницах Насти для бразильского канала Rede Globo. O vento carrega a neve, mas o frio permanece. Na região de Yakutiya, na Sibéria, 1 milhão de russos convivem com temperaturas muito baixas. Rede Globo — это главный канал Бразилии и второй по величине канал на планете. А вообще аудитория телеканала достигает 150 миллионов зрителей в день. Для нас это очень крутой опыт, потому что до этого из крупных заказчиков мы работали только с Первым каналом. Очень здорово, что тенденция продолжается. Естественно, в материал, предназначенный для Бразилии, я просто не мог не поставить кадры бразильского джиу-джитсу, которым мы занимаемся на снегу в Якутии. Até treinavam jiu-jitsu ao ar livre. Занимайтесь джиу-джитсу, подписывайтесь и ставьте лайки, ос! Нам было вдвойне приятно снимать материал про Настю, потому что она давно является нашей подписчицей. Подписывайтесь на нас и вы, и может быть рано или поздно мы снимем материал и про вас. Меня зовут Анастасия Груздева, и я та, фото замерзших ресничек которой теперь известно на весь мир. Я из Якутска, но родилась я не здесь, я родилась в 400 километрах отсюда. Там я закончила школу, а потом уже переехала в Якутск, где я поступила, выучилась, работаю в свадебном салоне. Теперь снимаю видео для вас. Всем привет, из Якутска! Идеи как такого не было, это, можно сказать, мое каждогоднее фото. Просто в этом году, во-первых, ресницы замерзли, даже если посмотреть предыдущие мои фотографии подобные, да, такого не было. Что пошло дальше, это было, конечно, непредсказуемо. Первоначально ее растащили в течение часа местные паблики. Потом я смотрю, она начинает появляться на пабликах мировых, потом мне начинают написывать в директ, и все это очень раскручивается. Мне шлют постоянно все со всех стран газеты, там я тебя видела, тебя там показали по новостям. У меня там куча ссылок, которые я стараюсь прочитать. Если первоначально там было чуть-чуть, а когда вот пошел сильный прирост подписчиков, его уже не остановить, да, уже ничего не отменить, и было немножко страшно. Было немножко страшно за ту ответственность, и, то есть реакция, допустим, наших местных, она немножко другая. Мне жить в этом городе, в конце концов, поэтому, было так страшно. Пока я могу, пока у меня есть мысли, я рассказываю Якутии, людям это нравится, они спрашивают, но я не буду делать этого постоянно, я буду также публиковать своего племянника, свою кошку, да, и так далее. То есть делать то, что я делала ранее. Конечно, мне хочется больше рассказать о Якутске, рассказать так, как я это вижу, то есть, а не просто открывать Википедию, да, и копировать текст. Нет. Первое, что хочу сказать, это, конечно, оставаться собой, чтобы не случилось. Просто быть добрее и уметь как-то радоваться, наверное, за других людей, быть более открытыми, раскрепощенными. Если вдруг эта популярность так заглохнет и уйдет, в принципе, я, честно, особо не огорчусь. Не знаю, что будет дальше. У нас же нет такого, чтобы все акцентировали внимание очень долго на одном. Они поговорили, и потом такие, еще что-то там. И все побежали смотреть еще другие новости. Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во ФСИЭМ.